Дорогие друзья, буквально несколько слов. То, что сегодня у нас в России проходит всероссийская большая акция «Ночь искусств-2020». Каждый городок, в каждом городке культурный центр наполняются своеобразной такой вот аурой. И очень приятно, что в городе Чебоксары сегодня в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки на фоне удивительной выставки замечательных художников Аркадия и Людмилы Акценовых пройдет такой вот поэтический большой вечер. Юбилей Акценовых – это очень такая значимая дата для нашего города, для нашей республики, для нашей страны. 110 лет назад, со дня рождения, скажем так, была организована вот эта вот выставка. И то, что творчество этих художников было наполнено не только их пленэрами, не только выставками, но и поэзией, песнями, творческими встречами, очень интересными беседами. Все это объединяло вокруг художников Акценовых огромную плеяду замечательных людей. Это были не только художники, это были простые люди, это были ученые, врачи, то есть космонавты, первооткрыватели, звездочеты, то есть люди, которые просто по своему мироощущению тянулись к художникам Акценовых. Песня, она была значима для этих людей, и вот тоже сегодня, в этот поэтический вечер, нам хочется услышать песню. Давайте мы громкими аплодисментами приветствуем замечательного барда Эльвира Александровна Соловьева, преподаватель Бургесской детской школы искусств. Словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью проходим по Тверской. Пусть качнется, как качнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Давайте стараться, друзья, не скучать, давайте, друзья, веселиться, давайте добро на добро отвечать и даже на злобных не злиться. И надо, друзья, нам друг друга любить, обиды забыть, постараться. Не стоит на ссоры минуты быть, нам времени нет обижаться. Давайте стараться смеяться и петь, давайте почаще влюбляться, давайте с молитвой на солнце смотреть, в лучах его теплых купаться. И надо, друзья, нам друг друга любить, обиды забыть, постараться. Не стоит на ссоры минуты любить, нам времени нет обижаться. Давайте же будем стараться. Много слов можно говорить о творчестве этих художников, но подойдя, наверное, к одной из работ, каждый для себя отходит что-то свое, что-то родное. Выставка, 70 работ. Откуда же она взялась в стенах этой галереи? Может быть, кто-то задаст себе этот вопрос, а я вам открою секрет. Вот уже несколько лет в нашем городе есть удивительная школа, которая носит имя этих художников, художественная школа номер 6. И вот коллекция этих работ
70 работ, которые здесь представлены, это коллекция, казалось бы, маленького школьного музея. Все коридоры школы, на этих коридорах школы висят эти работы. Здесь буквально вся биография художников прослеживается. С кем они дружили, кого они рисовали, куда они выезжали. Пленеры Байкала, пленеры Можая, Рига, этюды и картины Новокузнецка, чебоксарские мотивы. Все вот объединено в такую вот большую, я скажу, наверное, просто большую коллекцию картин. В достоянии школьного музея представлено большой широкой публике. И вот хочется, конечно же, увидеть, что продолжение, ежедневное причастие каждого молодого художника с этими картинами будет проходить. Очень хочется верить в то, что картины будут не просто лежать где-то на полках или храниться в хранилище, а ежедневно, скажем так, ежечасно дети будут подходить, смотреть на портреты, или на натюрморт, или на пейзажи, и учиться, вот уже спустя сколько лет, как их нет, на тех примерах, которые воочию можно созерцать. Школьный музей, он небольшой, это маленькое такое помещение, кто в нем был, наверное, знает, но оно наполнено и оно живет таким вот духом, акциновским духом. Вот сегодня к нам на поэтический вечер прибыли гости. Я хочу сейчас микрофон предоставить директору художественной школы номер 6 имени Акциновых, Анне Викторовне Колесниковой. Буквально несколько слов о значимости нашей школы и вот того музея, который хранит это доброе наследие. Как-то даже неловко, когда здесь собрались такие настолько близкие люди к семье Акциновых. И большая честь, конечно. Вы знаете, 2020 год, он, конечно, не очень благополучный для многих. Но он очень богат на мероприятия. Столько юбилеев в один год я не припомню, правда. Но самое крупное — это, конечно, 100-летие образования чувашской автономии. Ну и для нашей школы это 110 лет со дня рождения Аркадия Людмилы Акциновых. Да, для нас это очень важно, и мы очень трепетно к этому относимся. Вообще, жизнь этих замечательных людей, влюбленных друг в друга, влюбленных в жизнь, это, наверное, настоящий художественный фильм. Их судьба — это действительно готовый сценарий для полноценного полнометражного фильма. Их богатство — это любовь к ближним, друг к другу, их творчество, их друзья, которые хранят память о них. И, конечно же, она будет и дальше продлеваться, потому что есть такие люди. Что хочу заметить, в школе я не так давно, 3 года, и вот каждый год по традиции в ноябре собирается клуб друзей Акциновых. И я думаю, что вот таких людей, добрых, чистых и даже слегка наивных, я не встречала раньше, правда. Мир наш такой прогрессивный, иногда даже жестокий. И вот приходят эти люди с такими открытыми сердцами, с такой добротой. Людмила Дмитриевна все это держит до сих пор в своих руках, собирает людей, организовывает эти мероприятия. Ну, конечно же, и музей наш школьный — это ее заслуга. Она боролась за это, она этого добилась. Музей все-таки открылся в нашей школе. По сей день он работает и принимает гостей, но он в основном для ребят. Просто так зайти с улицы и посмотреть эти прекрасные работы не получится. Поэтому это уникальный шанс для многих окунуться в мир творчества Акциновых. Просто слова признательности, спасибо, огромные слова благодарности за то, что есть люди, которые хранят память, чтут, значит, творчество будет жить. Поэтому спасибо большое.
когда пересматриваешь старую хронику, и когда смотришь о том, как Акценовы собирались, праздновали ли они Новый год, ехали ли они куда-то на сплав, или пошли ли в поход, на рыбалку, то не всегда тоже звучала песня. Вот сегодня тоже такое вот состояние какое-то. Смотришь на картины, хочется общаться, хочется петь. Юлия Александровна, вам слово. Продолжаю песню Булата Акуджава «Виноградная косточка». Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле ты вечной живу? Своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню перед ней голову. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле ты вечной живу? И когда заклубится огонь подмутая, пусть опять и опять передо мной проплывут наяву белый бой и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле ты вечной живу? А иначе зачем на земле ты вечной живу? Песня Алины Бенгалис «Медовый запах слов». Поговорите, люди, отогрейте своей мечты затерянный стежок. Остановитесь, люди, пожалейте святой любви загубленный цветок. И одиночество уйдет незримо, и схлынут неудачи, как волна. Давайте не пройдем друг друга
действительно, слова наполняют нашу жизнь, приятно ассоциировать какие-то жизненные моменты. И когда вот смотришь на произведения художников, действительно, вся вот личная какая-то драма, трагедия, а может, наоборот, какой-то счастливый момент, он предстает перед глазами, и поэтому то или иное произведение художника, оно всегда притягивает к себе. Вот. И очень, конечно, нашей школе в плане такой большой коллекции повезло, потому что каждый знакомится, когда с картинами, он видит вот их, но понять, каким трудом, каким вот усердием, какой любовью, какой памятью они остались, скажем так, живы, сохранились эти картины, пришли к нам, пришли к зрителям, знает не каждый. Вот уже на протяжении 11 лет лично я вот для себя открываю Акценовых все заново и заново. К столетию Акценовых какие-то интересные работы мы вновь открыли для себя, пересматривали их просто зарисовки, просто какие-то этюды. И когда сын Акценовых приехал к нам в школу, было интересно вот увидеть его подход, его мнение относительно работ своих родителей. И вот уже спустя 10 лет, к 110-летию, вновь вот я для себя Акценов открываю с какой-то под новым углом зрения, скажем так. Сейчас я исследую их фотоархив, смотрю, насколько интересным была жизнь. Если кто из вас помнит, раньше на фотопленку можно было отфотографировать какое-то количество кадров, какие-то они были четкие, какие-то расплывчатые, какие-то яркие, удачные. И когда вот смотришь их фотоархив, действительно убеждаешься в том, насколько яркой, доброй, открытой была жизнь этих замечательных людей. И сейчас я хочу предоставить микрофон человеку, который вот знаком был не только по книгам и по фильмам, по картинам, а вживую с ними общался. Когда вот я с Людмилой Дмитриевной Комаровой разговариваю, почему-то мне всегда кажется, что это такой вот мостик от Акценовых вот ко мне, потому что каждое слово с той интонацией, когда Людмила Дмитриевна про них рассказывает, такое ощущение, что это вот она говорит именно с той интонацией, с которой разговаривали эти художники. Людмила Дмитриевна, вам слово, самые добрые впечатления, какие-то яркие воспоминания о их жизни. Вот что вы сегодня хотите нам рассказать, тоже хотелось бы услышать. Хорошо, я с удовольствием скажу, можно я без микрофона? Можно. Голос у меня достаточно сильный. Хочу начать словами Людмилы Михайловны. Не уподобляйся участи слепня, не измеряй ты жизнь вершком и пудом. Прекрасное творение земля, и все, что есть вокруг, зови ты чудом. И солнце свет, и ночи темнота, и горы, и моря, и камни, и цветы, снежинка каждая, и каждая звезда. И чудо величайшее есть ты. Вот этими словами, когда я заканчивала выставку, вернее, посещение детей в музей, и говорила им о том, что в каждом человеке живет божественное начало, и каждый ребенок, каждый человек божественно прекрасен, божественно умен, божественно талантлив. Они уходили с такими горящими глазами, счастливые, и действительно очень много детей, которые случайно попали на экскурсию в музей, потом приводят своих родителей: я хочу учиться в этой школе. У меня из Ишлей девочка приезжала, которую привезли, просто она ходила в танцевальные, и родителям сказала: я пойду в художественную школу, но только в Акценовскую, к Людмиле Дмитриевне Комаровой. И она ездила все 4 года действительно из Ишлей для того, чтобы закончить эту школу, эта девочка. И был еще случай в нашей школе, когда пришли ребята после ДЦП, вернее, дети, которые идут с отставанием в развитии как физическом, так и умственном. И уже когда закончилась экскурсия, один из мальчиков остановился у порога и гладил косяк дверей. Как мне здесь хорошо, как спокойно. Я не хочу отсюда уходить. Он подошел ко мне, обнял меня, я прослезилась и говорю: ради этих слов стоило городить огород и создавать этот музей. Ребенок проникся вот этой добротой Акценовской через вот картины и через рассказ об Акценовых.
и действительно почувствовала вот эту любовь своим как бы физическим нутром. И приходили ребята, которые были на учете в милиции, с ними, значит, участковые, там, в общем, и все глядели, за ними следили, а как бы они тут чего не натворили, как бы они чего не утащили. Они слушали, открыв рот. Столько вопросов задавали, и они уходить не хотели. И они этих ребят как бы для себя открыли заново. Оказывается, дети-то хорошие. Какой-то случай подвернулся, ребята попали в год, как говорится, в такую какую-то статью, там еще что-то такое. И вот несовершеннолетние дети под надзором полиции, только, как говорится, не потому, что у них души не светлые, светлые души. Каждый ребенок прекрасен. Есть либо недостаточно прекрасные родители, либо недостаточно прекрасные педагоги, которые их окружали. Потому что каждый ребенок по-своему талантлив. А наша задача взрослых – открыть этот талант в этом ребенке и помочь ему становиться на ноги твердой, чтобы он действительно шел по жизни с любовью, с радостью и счастливым оказался, если он будет делать свое дело в этой жизни, он действительно будет счастлив, как счастливы были Акценовы. И становление самого музея у нас очень длительно шло. Мы приходили в художественный музей, и первую школу искусств приходили, уговаривали директора, потому что там агрегатный завод у них был как бы шефом. А агрегатный завод, в агрегатном заводе работала дочка младшей Людмилы, и они дружили с Акценовыми. Сам завод и директор завода дружил как бы с этой семьей. И мы в надежде на то, что мы от агрегатного завода тоже что-то будем иметь. Кстати, когда приехал к нам в Чебоксары астроном, который вручил нам свидетельство о том, что в честь Акценовых названа планета, Акценовия, он так и сказал, что 11 представителей разных стран принимают решение, можно ли в честь этого человека или людей вот этих двоих назвать малую планету, даже малую планету, и никогда не переименовываются. Когда Вера Андреевна написала письмо в эту обсерваторию и сказала, что жили у нас чудесные люди, нельзя ли в честь них назвать маленькую планету. И письмо пришло сразу обратно, вернее, ответ. И он предложил, говорит, да, можно, но мне нужны документы, подтверждающие их вклад в развитие человеческого общества, что они внесли. И мы тогда с Верой Андреевной собирали все альбомы, все эти печатные издания, какие можно было, вырезки из газет. В общем, отправили несколько этюдов туда, причем это была перестройка, когда почта работала тяжело. Почту мы отправляли женщине, которая ехала в Крым. И она это все передала сразу в обсерваторию. И когда мы получили сообщение в 2000 году, что в честь Акценовых названа планета, ликовали, и даже Валентина Андреевна Иванова, наш корреспондент Тартаса, председатель общества «Друзей Акценовых», очень сильно обиделась на Веру Андреевну, на меня. Почему мы ей не открыли этой тайны, что отправляли документы? А Вера Андреевна запретила мне, сказала, чтобы не сглазить. И был он у нас на выставке в Новочебоксарске, действительно видел работу, он был потрясен тем, что его встречали друзья Акценовы по-домашнему, по-родному. И когда уже была издана книга, тоже в 2000 году, «Пароль Акценовой», люди на диктофон Валентина Андреевне наговаривали, и книга издалась. И пытались, мы уже знали, что будем создавать музей, искали вот это место, где будет музей. И везде встречали какие-то преграды, препоны. Художественное училище вроде дало добро, потому что мы предлагали еще помещение с оборудованием, швейным оборудованием. Наталья Павловна как раз работала там педагогом от нашего клуба юных техников. Она перешла туда работать и преподавала на факультете костюмы
театральные костюмы, да? По-моему, как назывался этот? ТДИ. А? ТДИ. Ну, я... Театральные, да, костюмы. ТДИ. И директор был согласен, и заучи, и педагоги, но Министерство культуры не пропустило. У них какие-то были там недопонимания, еще что-то с администрацией училища. Сказали, нечего вас расширять, вам достаточно площадей, и, в общем, не пустили нас туда. И вот Света Сретенская подсказала: вы так попробуйте в школу 6-ю. Там директор такой лапушка, такой душечка, он обязательно согласится. Мы его пригласили к нам в клуб. Он посмотрел работы Акценовых, они висели у нас уже по стенам, эти работы. И пришел не один, а с педагогами. Педагоги, как бы, те, которые были в клубе, однозначно сказали: да, надо назвать школу имени Акценовых, и чтобы музей был в нашей школе. То есть педагоги поддержали. И когда вставало решение, где же у нас будет музей, я обговаривала с каждым педагогом. Директора обхаживала целый год, вот что надо бы уже начать делать экспозицию музея, перевозить работы в школу. Никак не получалось у меня. И на педсовете взяла слово и предложила: кто за то, чтобы вот в этом помещении, где не библиотека, а учительская, можно было бы создать музей, потому что без помещения, конкретного помещения, мы не сможем получить статус музея. Просто в рекреации это не будет считаться. Нам нужно помещение, где будет экспозиция уже со всеми документами и прочими. Все проголосовали за. Владимиру Васильевичу ничего не оставалось сделать. Как принять за основу, и мы уже начали с 2004 года готовить вот этот арсенал. Привезли работы, когда въехали в новое помещение, уже привезли работы, они у нас лежали в рекреациях, ну, в общем, лежали очень много работ. Какой-то 14 класс освободили, он не был еще занят, и мы его загрузили там картинами Акценовых. А потом уже дали нам один склад, мы там сделали стеллажи и разложили по полочкам, как положено в музее. И после проекта, который мы выиграли в 2005 году, «Акценовье. Планета любви» назывался наш проект, потому что был создан фильм Зины Паршагиной «Акценовье. Планета любви». Вот книга была издана, уже была «Планета Акценовье». Значит, вот на подходе уже становление музея. Этот проект у нас завершился тем, что мы помимо... когда открывали сам проект, на 5 точках одновременно работали выставки. В культурно-выставочном центре Радуги, в художественном музее, в Новочебоксарском музее, вернее, в Новочебоксарской школе, в художественной школе. Агрегатный завод в клубе своем организовал выставку. То есть сама широта вот этой постановки, и когда открывали саму выставку в художественном музее, то количество работ из частных коллекций было такое, что в экспозицию сначала нам дали только центральный зал. Валентина Андреевна позвонила, что у нас очень много работы не умещается. Директор нам не дает добро на то, чтобы все помещения. Значит, была тогда, по-моему, еще Ольга Григорьевна Денисова. Она тут же позвонила директору, все залы под Акценовым. Заняли все залы. И поместилась всего 1/5 картин на экспозицию в художественном музее. Когда мы закрывали выставку, 2 часа лично я, еще там помогали другие, носили картины для того, чтобы люди увидели, а что не вошло в экспозицию, и фотографировали. И вот мы выносили буквально на 1 минуту, называли картину, уносили, ставили другую, вот так вот. 2 часа люди не уходили из уже закрытого музея, смотрели вот эти работы с радостью. То есть наш город – это самый богатый именно Акценовыми. Селение – это, наверное, чуть ли не в каждой 20-й или 100-й семье города есть именно в квартирах. И ни одна серия не повторяется ни по композиции, ни по цветовой гамме. Они везде разные.
И все картины настолько живые, настолько действительно, когда была презентация книги «По стерне босиком», выступала Дина Гордон. Это профессор медицины, достаточно влиятельное лицо, она уже преподавала, по-моему, на медфаке, сказала, что все картины Акценова написаны в 4 руки. Мужское и женское начало, инь-янь. И писались они с чувством любви, восторга. Все картины действуют на зрителя исцеляюще. И подтверждением этому пришло нам извещение о том, что из Москвы, когда выставка была в храме, это в центре города Москвы, в старом городе, ну, в смысле, в центре, и женщина случайно зашла в храм и вдруг увидела там выставку. Она просто зашла в храм помолиться. В тот день, в то утро, она забыла выпить таблетку от головной боли, а она страдала мигреневыми болями. Пришла к врачу и говорит: это феномен или это случайность? Что у меня на выставке головная боль прошла. Врач, который услышал это, собирает группу людей с подобными диагнозами, приводит их на эту выставку, и все абсолютно заявили, она меряет им давление до и после. Нормализовано давление, и все вот с такими блестящими глазами, живые, радостные, уходят с этой выставки. Подтвердила «да». И вот это подтверждение пришло ко мне первый раз, когда мы делали передвижную выставку в Ешкарале в 2000 году. Там были медики, которые изучали учение Рерихов, то есть такие, которые занимались еще таким духовным, как бы, с продвижением собственной души. Они подошли ко мне и то же самое мне сказали вслух. Я проводила открытие, закрытие выставки, у них просто приезжала, когда говорили, ну, просили меня приехать, что придет группа большая детей, студентов, там еще кого-то, приезжала к ним постоянно, пока там работала выставка. Потом из Ешкар-Олы приезжали педагоги, когда увидели в интернет, что есть музей Акценовых. И они такие счастливые ушли из музея, что они получили такой заряд бодрости. Мы, говорит, еще не знали, когда попали первый раз на выставку, а когда услышали, что вот медики сказали такое, пришли вот сюда специально. Приезжали из Москвы, из библиотеки, женщина, которая тоже работает в библиотеке, и она, ну, как бы в Рериховском таком направлении, ну, уже не первый год, работает в этой библиотеке, и собираются люди, там у нее приезжала со своим сыном специально, чтобы он получил вот это просветление в нашем музее. Вот таких случаев было очень много. Из Владивостока, из Риги, из Германии, из, в общем, многих городов приезжали люди специально, чтобы посетить музей. И я думаю, если удастся вот построить галерею детского творчества на территории школы, а территория большая, позволяет, я уверена абсолютно, мне только нужно выйти на депутатов, я не знаю, с картинами, без картин, с фильмом, еще с чем-то, поговорить с ним, пригласить в школу. Они точно откликнутся и скажут: найдем мы деньги для того, чтобы построить вот эту галерею. Депутаты не помогут, не переживайте, Людмила Дмитриевна, в план нас поставили до 2024 года начнем строительство. Поэтому все впереди. В общем, я считаю, что нужно мне обязательно с ними встретиться, лично мне, пока я еще жива. Ну вы хотите просто депутатами встретиться? И поговорить с ними просто на такой вот основе, ну, за чашкой чая, просто поговорить по-человечески. Они услышат обязательно. И очень хочу вместе с вами помечтать, что сюда, к нам, не в библиотеку, а именно в музей, пришел наш президент, пришел или пришла министр культуры, потому что и Ольга Григорьевна Денисова, и
Лизакова неоднократно была у нас в музее, то есть и Володина была у нас в музее, и Бондарев был у нас в музее. То есть были предшественники у нас в музее, все уходили восторженные от того, что посетили нашу школу, увидели картины Акценовых. Их действительно надо видеть живьем. И сколько бы выставок я не посещала и не видела, вот эти картины, казалось бы, они у нас были и в челночке, и оформляли мы их сами, и перевозили мы в школу, где они только не были. По республике, сколько городов мы прошли в 2005 году, проездили, причем Национальный музей нам дал зеленую улицу. Каким образом? Мы отвезли первую выставку до Ядрина, с Ядрина, значит, отправляли дальше, и вот каждый раз из одного города в другой город именно по этой самой структуре перевозили. Не я доставала деньги, а вот каждый город находил средства для того, чтобы последняя остановка была у нас в Алатыре. А потом уже были у нас, мы подводили итоги детей детского творчества. Это люди, которые занимаются контролем. И когда они пришли к нам в школу, увидели вот эти висящие картины, Людмила Дмитриевна, можно у нас эту выставку организовать? Я, значит, я поговорю с директором, думаю и посмотрю, что у вас там есть. Пригласили туда меня, я посмотрела рекреация, где можно эту выставку. И, значит, прихожу к начальнику, говорю, не помню сейчас, как его зовут, извините, у меня уже возраст, слава богу, скоро 73 будет. Эту выставку, которая у нас сейчас передвижная, вы можете получить с условием, что вы нам из Алатыри привезете эту выставку сюда. Кто-нибудь, что это пустяки какие? Поехал со мной, я не знаю, в каком звании офицер был, то ли майор, то ли повыше капитан, вместе с водителем. Они мне загрузили выставку, там выгрузили, и потом после закрытия этой выставки привезли мне еще и в школу. То есть у меня вообще никаких проблем с выставкой не было. Я только приезжала на открытие, на закрытие, вот в эти города, в эти села. И сколько бы мы не были с малыми совершенно количеством, вот в школы, в деревни приезжали, дети, директор и зауч разговаривают при мне, говорит, вот давайте мы вот этих ребят не возьмем, чтобы они там не хулиганили, не безобразничали, они ведь и слушать не будут. Я говорю, да вы что? Именно этих ребят посадите на первое сиденье, чтобы они смотрели фильм, вы даже сами не узнаете их. И потом, когда уже закончилось мероприятие, директор подошла ко мне и говорит, Людмила Дмитриевна, удивительно, я говорю, первый раз этих детей видела такими глазами сияющими. И они действительно слушали и не шелохнулись. Вот, и выставку смотрели, и фильм смотрели, как будто, говорит, это совершенно другие дети. Вот это вот явление неоднократно мне приходилось видеть в детях. Что про эту выставку я хочу сказать? Выставка состоялась, выставка шикарная. Смотрится здесь она по-особенному. Во-первых, сами рекреации свободные, красивые, много света. И весь отход, чтобы можно рассмотреть было. Были тут дети и школьники, были и дошколята здесь. Кстати, вот собственная моя внучка, она впервые как бы смотрела вот в таком пространстве картины. И она меня после того, как я провела им экскурсию, взяла за руку, бабушка, пойдем я тебе покажу, какие работы мне понравились. Первую работу назвала «Юный архитектор». Я говорю, почему понравилась? Она вот такая добрая, такая вот мечтательная, то есть она характеристику работ дала этих. И назвала работы именно те, которые более значимые, более вот живописные, что ли. Вот я еще удивилась, что в ребенке есть, оказывается, и чувство вот этого вкуса, что ли, еще что-то такое. То есть я для себя открыла ребенка. И вот эти космонавты притягивают к нам школы. Те школы, которые знают, что у нас есть космонавты, на день космонавтики идут к нам буквально друг за другом гуськом, для того, чтобы посмотреть этих космонавтов и по-особенному отметить. Потому что они потом уже у себя пишут сочинения в школе и пишут портреты вот этих космонавтов по памяти. Даже космос изображают после рассказа. То есть это 5-й год, значит,
значит, была у нас первый проект, за который мы получили 100 тысяч. С этого проекта мы смогли отстегнуть для оформления рам. И также нашли мы спонсора, который нам выделил 10 тысяч на оформление картинок ценовых. Следующий 8-й год проект был в соавторстве с природой. Педагоги все подключились к этому проекту. Студенты. Мы заказали много очень автобусов. Тут и Калининская администрация, и московская администрация. В общем, все подключились. Кто от какого предприятия давал нам автобусы для студентов, которые пошли за Волгу собирать мусор. Эта территория принадлежит Марийскому лесхозу, а она рядом с нашим городом, за Волгой. И вот эта вот территория настолько захламлена, марийцы до нас не доезжают, а наши там отдыхают рядом с Волгой и безобразничают настолько, что невозможно. И когда их привезли, вернее, извините, я сейчас отключу телефон, что не знаю, отключите мне его, пожалуйста, я позвоню потом. Убирали вот этот мусор, и вот такие малыши, наши дети с родителями поехали на автобусе. Уже перед отправкой всех отправили, приходит целая группа студентов. А мы тоже хотим убирать территорию заволжскую. А автобусы все уехали, и я бегу на автовокзал. Дайте нам автобус. Я говорю, билеты я вам куплю, оплачу и туда и обратно. И вот у меня миллион этих билетов где-то до сих пор лежит. Нам говорили, что нам транспорт будет оплачивать. Мы ездили с Марпасак, ездили, забыла сейчас еще, то ли Порецкая, то ли Порецкая, по-моему, ездили с мастер-классами, проводили мастер-классы. Преподаватели и народные мастера, умельцы тоже были у нас в этом. За Волгой пилили ребята, которые преподают в педагогическом университете скульптуры. Администрация заволжская должна была выделить им деньги за эту работу, и скульптуры должны были остаться у них. Администрации как глухие прикинулись и ушли, как говорится, незамеченными с этого мероприятия. Я Владимиру Васильевичу говорю, Владимир Васильевич, а может мы в школу заберем? И когда увидел автор этих произведений, что я свой кошелек достаю, он мне сразу половину суммы сбросил. А потом еще меня отругал. Ты что, богаче всех? Конечно, богаче всех. Вот эти скульптуры, если бы они были покрыты специальным этим, я не знаю, раствором, они бы до сих пор были прекрасные. Цель человечества, к счастью семьи, влюбленные люди, боги земли. Вот тот, кто может любить, он действительно богат всем. И богат талантом, и душой, и всем. Поэтому на прощание хочу вам сказать, любите себя, примите себя такими, какие вы есть. Весь мир повернется к вам любовью. Глядя в зеркало, говорите каждый день себе комплименты. Боже, Господи, благодарю Тебя, какая же я красавица, или я какой красавец. Все мне дал сполна, на самом деле это так. Спасибо вам большое. Ну, спасибо, Людмила Дмитриевна. Ну, интересные такие исторические события, они всегда наполняют нашу историю. И то, что вот какие-то факты создания музея, связанные с биографией этих художников, всплывают сейчас из истории. Люди, знавшие, делятся своими воспоминаниями. Это тоже очень ценно для того, чтобы сохранить дальнейшее их наследие и память об этих замечательных людях. Спасибо вам за то, что вы нас так ввели в такой историческую экскурс, провели в историю создания школьного музея. Ну а сегодня также хочется услышать и стихи. Я предоставляю микрофон председателю клуба «Эхо» Толстовой Алевтине Александровне. Пожалуйста. Добрый день. Хочу дополнить немножко о том, раз уж упомянули клуб «Эхо», о том, что он возвратился в стенах клуба агрегатного завода в голубой гостиной, в зеленой
гостиной, и всегда эховцы вспоминают благодарно эти залы, оформленными Аксеновым. Ну, Людмила вообще удивительное дело. Вот в коротком стихотворении кредо ее отношение к природе и ее отношение с природой. Из родника бы мне напиться, пройти по травке босиком. Мне дорога любая птица, и каждый голос мне знаком. Люблю я небо, русский сидя, золотистые ржи поля. Не надо в руки мне синицу, ловить не стану журавля. Людмила Аксенова. Или вот, я считаю, высшая поэзия — это когда ты умеешь изобразить то, что ты видишь словами. Ведь это же не всегда возможно. Даже фотографируешь, когда видишь красоту, на фотографии смотришь не то. Здесь это совсем другой вариант. Ночью на юге. Вокруг все синее небо в звездах. Как по вселенной я иду. Они слетают тесно в гнездах. Я подняла одну звезду. То не сон, не бред, живая звезда попалась в кулачок. Я смотрю, она живая, на ладошке светлячок. И еще одно действительно прекрасно, что Аксеновы и Чебоксары слились воедино, потому что это просто история, это вклад в развитие нашего города, картины с видами Чебоксар. Светлый город Чебоксары, обращаюсь к вам на «вы». Город новый, город старый, много леса и воды. В кружевах стоят домишки, словно в сказке городов. Бабушки сидят, детишки, незнакомый говорок. Народ песенный, веселый, двор, добротная изба, а вокруг поля и села, зреют сытные хлеба. Сверху на холмах и город краше. Виден град издалека, а внизу опора наша, Волга, матушка-река. Есть наука, есть заводы, есть искусство, есть дворцы. Есть работа, есть забота, и по улицам цветы. Я восторгом опалима, город мира, красоты. Я люблю, и я любима, с Чебоксарами на «ты». Спасибо большое. Действительно, услышать замечательные строки, прочитать книги, прочитать стихи, что-то остаться, наверное, в памяти и начать цитировать, это тоже многого стоит. Ну и вот сегодня у нас на встречу подошла Венера Николаевна Сандомирова. Я тоже хочу ей предоставить слово. Педагог-художник, человек, который долгие-долгие годы работал в педагогическом университете. Венера Николаевна, пожалуйста, вам слово. Мы познакомились с Аксеновыми в 1977 году. Здесь в библиотеке была наша совместная выставка «Женщин-художниц Чувашии». На этой выставке были все женщины, и Людмила Михайловна выступала, рассказывала о своей жизни, читала стихи.
И что самое удивительное, меня поразила статья в газете, что на этой выставке самое лучшее выступление было у Ефремовой Екатерины, а остальных просто перечислили. А было все наоборот. Людмила Михайловна, она лучше всех выступала, она лучше всех говорила и лучше всех читала свои стихи. Это было такое потрясение для зрителей. А газета ровным счетом написала наоборот. Меня это больше всего возмутило. В последующие годы в Союзе художников меня назначили руководить обществом знания. И я каждый месяц собирала отчет, сдавала. И Акценовы мне говорили, перечисляли, что они сделали в этот месяц. Там провели выставку, там встретились со зрителями. Это был целый список их деятельности. Это было ежемесячно. Они больше всех проводили встречи, больше всех выступали, общались со зрителями. Это люди такие замечательные, такие светлые. И я считаю, что то, что вы делаете, это удивительно, это просто восхитительно. Вы создаете память о них, чтобы она продолжалась и радовала людей своей необыкновенной сущностью. Эта выставка, она окрыляет, она вдохновляет, она делает людей светлее и счастливее. Как говорили раньше в Чебоксарах, всем друзьям, всем знакомым передаем приглашение посетить выставку художников Людмилы Аркадьевны Акценовой. Спасибо за внимание.